В Ингушетии уже второй день находится представительная делегация Комитета Госдумы по энергетике во главе с Павлом Завальным. Сегодня в Магасе состоялось конструктивное обсуждение широкого круга вопросов энергетической безопасности. Ключевой темой круглого стола стал поиск решения задачи реструктуризации долгов региона перед энергетическим рынком. Зелимхан Калоев продолжит. Выездное заседание Комитета по энергетике выдалось насыщенным. 3,5 часа и десятки докладчиков. Темы разные, в том числе затрагивающие проблемы платежной дисциплины. Глава региона поприветствовал участников встречи и отметил, что Ингушетия, в свою очередь, уделяет большое внимание этой проблеме. О том, что задолженность за потребленную электроэнергию в целом по СКФО весьма немалая, ни для кого не секрет. Поэтому главная цель заседания – найти пути решения проблем, связанных с электропотребляемостью. Причина – слабая платежная дисциплина, отсутствие должного контроля. И, как отмечает замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, улучшить показатели, несмотря на предпринимаемые меры, если сопоставить с прошлым годом, пока не удалось. Придется констатировать то, что ситуация в 2017 году, что про 2017 год по отношению к 2016 году не сильно изменилась в лучшую сторону. То есть есть регионы, где низкий уровень сбора сломанцев, фактически заведено исключение все регионы. Я исключаю из данного перечня Ставропольский край, рассчитывается в приемлемом уровне на оптовом рынке, рассчитывается на розничном рынке. К сожалению, не улучшается кардинально ситуация по ипотеке. Словом, проблема остается актуальной и по сей день. Об этом говорит и низкий уровень тарифов. О ситуации в топливно-энергетическом комплексе СКФО рассказал в своем докладе замминистра России по делам Северного Кавказа Владимир Кузнецов и отметил положительные сдвиги работы судебных приставов. Коллеги хорошо отработали и изыскали и перечислили предприятия МТЭК 3,6 миллиарда рублей. Это хороший результат. Вице-премьер правительства региона Магомед Ужахов в свою очередь предложил депутатам реализовать проект по восстановлению энергосетей за счет средств федерального бюджета, который обойдется в порядка 7,5 миллиардов рублей. По его словам, в комплексной программе снижения потерь предусмотрено всего 588 миллионов рублей. Зампред правительства также отметил, что о необходимости обновления энергосетей говорят и жалобы потребителей. Только с начала года в оперативный штаб их поступило около 1000. Безопасности по сетям газа. Вопрос надежности и безопасности эксплуатации системы газораспределения, об этом уже также говорилось. О том, что у нас 2500 километров, 2500 с лишним километров распределительных сетей, из них 2017 километров наружных, подземных, значит 367. Проведена техническая, у нас есть акты технического диагностирования сетей подземных. Из них, значит, 158 километров стальных газопроводов не соответствуют требованиям промышленной безопасности. Ну а «Газпром» планирует к сентябрю уточнить базу абонентов Северного Кавказа, чтобы ситуация с должниками стала более понятной. Кроме того, решить проблему помогли бы квитанции единого образца, по которым помимо услуг газоснабжения можно было бы оплатить и прочие коммунальные услуги, считает Владимир Марков. Что мы не позднее 1 октября сможем выпустить совместный документ с электроэнергией. У нас будет два в этом документе, газ и электроэнергия. Потом с вашей помощью подтянем туда теплоснабжение и водопотребление, что самое сложное водопотребление, потому что нам вообще непонятно, кто что потребляет и сколько. И администрирование, надеюсь, будет улучшено, потому что оно уйдет от сбора принуждения, перейдет в плоскость, так сказать, безналичного оборота. Ну, это, так сказать, наверное, должно как-то показать нам реальную картину. Второе. Что мы просим от Государственной Думы? Мы просим этот процесс закрепить в рамках единого требования для всей страны создания единых расчетно-кассовых центров.
Для повышения платежной дисциплины планируется даже создание карты дисбаланса, которая позволит увидеть всю картину и выявить неплательщиков. Мириться с неуплатой долгов власти явно не собираются. Проблема комплексная. Она касается и платежеспособного населения, и те же счетчики, извините меня, засверливают, используют. И есть место коррупции, к сожалению, на стыке между потребителем и работниками снабжающих компаний. И все эти проблемы известны, и, в принципе, известны пути решения этих проблем. Но самое главное, чтобы все понимали, и потребители, и все, кто живет в республике, что это останавливает вопрос развития республики, не просто энергетики, что все неплатежи, вся эта тут неэффективность работы, она перекладывается потом на последующие тарифы в следующих периодах, и это сдерживает развитие экономики. И страдают все, и потребители, и конкретные люди, и экономика, и нет развития. Поэтому это сегодня будет сдерживать, серьезно сдерживать развитие. Мы просто обязаны решить эту проблему. Да, федеральная власть идет навстречу, перекладывает, по сути, субсидирует низкую стоимость энергоресурсов для Северокавказского округа с целью более ускоренного развития. Пока не решим проблемы, скажем так, другими способами. В то же время нужно понимать ответственность всех и граждан, которые живут в этих республиках, что не может это вечно продолжаться, не может вечно другие субъекты федерации субсидировать низкую стоимость в условиях неплатежей. Мы должны рано или поздно это решить. Я уже сегодня об этом говорил, что когда районные руководители РЭС или там по газораспределению сидят на местах, а мы наказываем главное муниципальное образование, это тоже не совсем правильно. Мы должны быть двустороннее движение. Это раз. Второе, самое жесткое отношение к тем, кто не платит. Я опять же понимаю, я защищаю тех, которым незаконно начисляют, раздвоенные счета. Здесь я буду защищать, и в принципе здесь все защищают, и в том числе органы власти и прокуратура. Но когда люди просто принципиально не платят, там должен быть никаких разговоров, и должны отключаться. И мы должны понимать, что мы живем одинаково все в стране. И когда сегодня мы показываем, что регион Ингушетия 31%, а остальные регионы северокавказские, в том же 70-80%, а Ставропольская край 100%, это не совсем есть правильно. Я там понимаю, что где-то, наверное, в цифрах ошиблись, я поэтому и комиссию сейчас назначил, но, тем не менее, самые жесткие требования, вплоть до отключения и возбуждения дел. Для этого и в том числе законопроект вносится. Еще одна тема, это, конечно, профилактика. Все-таки людей надо убедить. Вчера только буквально за дровами ходили, там воду носили. Такие блага, такие условия создали. И, в принципе, федеральная власть относится с пониманием. У нас единственный регион, Северокавказский регион, я имею в виду, у которых ниже тарифы. И сегодня, опять же, вносится закон, там планировалось с 2018 года выровнять всех. Опять сейчас и комитет поддержал в этом вопросе, и в Госдуме уже во втором чтении принят закон. В третьем, уже принят закон, чтобы продлить этот тариф, сниженный тариф расходящий тариф для Северокавказского федерального округа до 2023 года. А что еще должна власть делать? И здесь, конечно, только не может а все ресурсоснабжающие организации – это все-таки акционерное общество. Надо все села отключить. И как это будет выглядеть? Впрочем, меры ожидаются решительные. В завершении заседания глава Ингушетии продемонстрировал гостям продукцию запущенного недавно завода энергосберегающего оборудования. Энергосберегающая лампа. Я, конечно, сомневаюсь, что он бережет, как слишком ярко светит, но наверное, бережет, да. Поэтому каждый получит какое-то сведение. Зильмхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24.